Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу серию тест-драйвов в Питере. У нас хорошая погода для Питера, это просто замечательно. Ну, вот так вот встречает Питер солнцем. В общем, сегодня у нас на тест-драйве Mercedes CS63 AMG. Конкретно это автомобиль 2009 года выпуска. И сегодня мы, конечно же, будем его тестировать, мы будем дрифтить. Я вам расскажу про концепцию этого автомобиля. На данный момент примерно, вот если вы захотите купить, кстати, ну, вот обычный Atmo 6.3 объем, ну там 6.2 с чем-то за 1.6, поэтому на вторичке, мне кажется, этот автомобиль будет актуален, потому что ни надувов, ничего. Вот, поэтому, ну, рекомендую тем, кто хочет, именно обратить внимание именно на БУ, на вот эту тройку автомобилей, E92, Audi RS4, там атмосферные моторы, и на 6.3 AMG. Замечательные, достойные аппараты, не слишком дорогие в обслуживании, причем хорошая динамика. Но я так отошел от темы. В общем, я расскажу про салон, передам свои ощущения от салона, про двигатель, про коробку. И, наконец-то, может быть, мы все-таки нормально вальнем, потому что Питер, здесь место, где все дрифтуют. Вот здесь все дрифтуют. Кто бы сюда не заезжал, здесь все дрифтуют. Постоянно просто. Вот пока мы стояли, вот мы сняли. Итак, значит, ну что касается внешности, опять же, это немецкий стиль. Мы не говорим, что мы крутой суперкар снаружи. Все так скромненько. Решетки, в общем-то, все стандартные. Через практически стандартные диски, перфорированные колеса, то есть тормозные диски. Все у нас замечательно. Машина у нас тонированная, вся, обратите внимание, это такой стиль, когда, ну, тонировочка, там, что-то интересное, музычка, там, знаешь, ехать, там, смотреть через тонировку на народ, там, через вот эту вот щель. В общем, внешне ничего не говорит, что это просто этот автомобиль, скромный внешне, обладает динамикой спорткара, и, естественно, звук, может быть, вы как-то почувствуете, двойной выхлоп сзади, ну вот и все. Поэтому внешне скромный, простой волк в овечьей шкуре. Итак, значит, естественно, мы начинаем с двигателя, и чтобы вспомнить, опять же, мы возвращаемся к большой немецкой тройке, а именно мы говорим о конкуренции автомобилей. Значит, у нас есть от Audi у нас выступает RS4, от BMW на тот момент выступала E92 M3 и от Mercedes, естественно, 6.3. Что у них общего? Это большие атмосферные моторы, но если мы возьмем BMW, у нас там V8 4-литровый, и мы возьмем 4.2 у Audi. Но в чем суть? Суть в том, что эти моторы реально хорошо крутятся. За счет дроссельного впрыска они просто нереально крутятся, скорость вращения поршней там огромная. И на данный момент, естественно, здесь объем больше. Здесь 6.3, но крутится мотор не до 8 тысяч. Из-за огромного объема мы не можем крутить мотор, поэтому здесь основная мощность 477 лошадей берется именно из-за большого объема, из-за больших поршней, и поэтому мотор получился мощный, атмосферный и такой тяговой. Причем он тянет в любых абсолютно оборотах. По автомату это 7 G-Tronic. У нас также многорычажная подвеска и сзади дифференциал повышенного трения. В общем-то, в принципе, по технике это отличный агрегат для валилова, всегда для стабильного и, естественно, для того, чтобы ехать боком. Так, в принципе, по технике у нас все. Но вот, к сожалению, все переходят на турбо. Вот вы видели последний мой тест-драйв, сейчас уже 2 литра под 1.8 давлением. Могу сказать одно, что здесь запас прочности огромный. И даже вот, когда владелец хотел открыть капот, он ездит на этом автомобиле давно, он даже уже забывал, где ручка открывания капота. Настолько редко сюда заглядывает. Действительно надежный, очень клевый аппарат. То есть, а какой звук? Давайте мы послушаем звук этого вот именно выхлопа. Это шикарно. И обратите внимание, вот как стильно здесь вот этот смотрится спойлер сзади. Все так аккуратно, прям вообще замечательно. В лучших традициях AMG и вот этих немецких свинячих седанов, ну просто вот этот выход. Но нет, больше всего вот впечатляет скромность этого автомобиля. Внешне, ну реально скромный автомобиль. Просто, но если он поедет, это уже, держите меня, 7 человек, конечно, он реально валит. Давайте посмотрим салон. Итак, значит, по салону, ну, для такого небольшого автомобиля, в общем-то, место есть. Здесь хозяин установил музыку дополнительную, естественно. То есть тонированная машина, огромный сабвуфер, это прям тенденция во всех автомобилях.
Вот. Это вообще... Сигнализация заработала, то есть там это жестоко. Вот. Из еще замечаний: очень сильно развитая боковая поддержка, хорошая кожа, прямо сидишь, вот ты прям как в каком-то спортивном сидении, но оно реально спортивное, с огромной, очень агрессивной боковая поддержка, причем и здесь, и по бокам, то есть здесь все круто. Ну, автомобиль темный, ну, естественно, но ну, нет алькантары сверху. Что теперь делать, я не знаю. То есть, ну, настроение пропадает, конечно, когда алькантара нет. Вот, по рулю, в принципе, удобный такой бублик. Он не круглый, он овальной форме, вот овал как бы растянут вот здесь вот. Пластик, все, в общем-то, ну, цешка в максималке, по большому счету, здесь нет каких-то сверхъестественных доработок, монитор, все, бардачок закрыт, не знаю даже, боюсь узнать, что говорить о том, что там, потому что в Мерседесах, когда мы начинаем бродить по бардачкам спереди, сзади, в общем-то, находятся разные интересные вещи, и причем, в общем-то, в BMW должны находиться, но в Мерседесах там сюрпризов тоже хватает. Не знаю, чем это связано, вроде спокойно люди должны ездить. Нет, звук клевый, звук реально клевый. Вот я с моим ростом 1,92 м помещаюсь, вроде бы сижу нормально. То есть по размещению электропривод у нас руля есть. Давайте мы поедем где-то вот так вот. Кресло. А кресло всегда забываю, что на Мерседесах здесь. Ну вот привычка такая. Все электро, все есть, климат-контроль, поэтому, наверное, заморачиваться не будем, и давайте начнем, посмотрим кнопочки. Я так люблю кнопочки показывать, вы себе не представляете. Давай. Так, значит, что у нас есть? Я как говорил, что это цешка в максимальной комплектации, 4 стеклоподъемники, естественно, электропривод зеркал с подогревом, память сидений, ну, датчик света, датчик дождя, все здесь отлично вписывается. Замечательная кнопочка отключения системы стабилизации. Опять приехали дрифтить, смотри. Вот сейчас опять это будет. И самое главное, когда они приезжают дрифтить, никто первый не начинает. То есть все ждут, пока кто-то вот разъедет туда-сюда. А вот этот парень вот на Audi, он по-любому сейчас будет дрифтить. По-любому. Когда вы нажимаете эту кнопку, вы уже остаетесь один на один с этим V8, и у вас все. То есть жизнь уже в ваших руках, никакая система стабилизации не будет вас контролировать. Ну, занести может вас в любую секунду. Так, ну дальше все по-мерседесовски, все обычно. У нас телефон, магнитола, значит, все замечательно. Двойной климат-контроль, пепельница. Автомат у нас 7-ступенчатый, как я говорил. Мы можем перевести его в ручной режим, можем переключать с лепестков. Здесь у нас разные режимы. М это manual, как бы имеется в виду ручной. S это спорт, а C комфорт, да. Логика. Так, все здесь. А зачем батарейки? Аккумулятор, если сядет. Так, значит, дальше. В общем-то, все по сидению, все понятно, все замечательно. Попробуем сесть назад. Итак, вот сзади, естественно, места нет. Ну, как бы есть, но здесь сидеть неудобно. Сам за собой я не помещаюсь. У нас стоит отдельный климат-контроль для задних пассажиров. Вот. Розетка, пепельница, в общем, все по-скромному. Но места, конечно же, мало. Подстаканники. Все. Но самое интересное здесь стоит в багажнике. Сейчас я вам покажу, что такое рациональное использование багажника. Ну вот, как бы, чтобы там на дачу ездить. Итак, открываем багажник, и самое рациональное использование. Я, в общем-то, в музыке не очень разбираюсь, но здесь у нас, очевидно, огромный стоит сабвуфер, скорее всего, двойной. У нас стоит усилитель на огромных проводах. В общем, долбит все это просто это килограмм 50 эта установка весит, не очень хорошо для спорта, но хозяин сам себя утешает тем, что он говорит, что как бы лучше зацеп у задних колес, но для 6.3 вообще там 4 человека, если еще сядут, все равно будет, он все равно будет шлифовать. Итак, значит, 477 лошадей у нас под капотом. Сейчас система стабилизации отключена. Ну, конечно же, шансон играет. Ну, как вам сказать? Ну, нормально так.
Только сел в машину, она уже боком идет. Ощущение жестковатая подвеска, ну, на мой взгляд. Вот сейчас вот на данный момент, что у нас есть. Мотора здесь вообще не слышно, но в обычном режиме, но в реальности снаружи бас такой. Постоянно шлифует. Так, у нас сейчас ручной или у нас М? Может, просто спорт поставить? Просто спорт поедем. Аккуратненько. Сначала мы должны, хочется вальнуть, конечно. О, как она рулится! Это очень четкое управление. Давайте сначала спокойно поедем, без всяких вот этих вот гонок. Спокойно. На улице дождь только что выпал, хотел сказать опять. Что у меня дождь выпадает постоянно. Итак, в общем, если мы едем по прямой дороге, ну, это просто вот... Помните, вот как тот наш замечательный 211 кузов 5.5 AMG? То есть обычный городской автомобиль, обычный Mercedes, мы ничего об этом не говорим, что у нас там какие-то... У нас есть ровный мотор, абсолютно ровная тяга. Вот если мы чуть натяг дадим, но чувствуется ломовая тяга на моторе, вот. Уже некий бас. Соточку легко держит, она набирает. Очень четкий, очень, ребята, тормоза здесь шикарные. Прям кончиком я чувствую ноги, чуть-чуть нажимаю на педали, и она уже вот схватывает моментально. И вот сзади вот оператор трясется, тоже говорит, да, вообще замечательно. Вот, просто. Я жму не в пол, причем. Я реально жму не в пол. Что я могу... Так, дайте-ка я вот эту систему ESP включу в спорт режим. То есть в спорт режиме она дает колесам прошлифовывать, но не дает нам машину развернуть. То есть вы понимаете, да, жесткость подвески? Но она не дает машину развернуть. То есть курсовик у нас включен. Аккуратненько переезжаем. Вот она корректирует, видите, да? То есть машина идет чуть боком, но она уже как бы нас все равно держит в ошейнике. Шикарно. Ускорение просто замечательное. При этом руль не дергается. Естественно, у нас задний привод. Это одна из особенностей. У нас не туда-сюда машину не шатает, как, например, у мощного там переднего привода. Мы не чувствуем... Это что это? Нормально? Так, да? А, ему просто негде проехать. Продолжаем ускоряться. Но она в любой момент хочет выпрыгнуть. Но мне очень нравится характер мотора. Мотор очень хороший. Если там же мы едем на той же М3, вот снизу там не так хорошо чувствуется момент. Вроде бы там V8, но здесь прям с трех тащит просто. Так, как нам здесь на длинную прямую выйти? Прямо? Можно развернуться еще раз. Ехать. Туда, да? Угу. Но она в любой момент может развернуться. Шикарно. Ну вот люблю я спортивные машины. Что я могу с собой делать? Очень атмосферный автомобиль, очень характерный автомобиль. Причем я бы единственное, что бы я сделал, это руль немножечко полегче, потому что... Так, у нас же тут главное от ускорения. Прям видно, как задний привод цепляется, и автомат в спорт-режиме. Ускорение просто феноменальное. И именно толчок сзади здесь очень характерен для этого. Прям ты получаешь пендель под зад со всей дури, реально со всей дури. Шикарно. Блин. Мне нравится. Мне очень нравится. И видите, опять же, курсовик и нас втягивает обратно. И очень жестко машину ставит на место. Если бы у нас не было системы стабилизации, полностью она была бы отключена, тогда бы нас развернуло. Ну, я не считаю себя, конечно, богом дрифта. Кто-то, может быть, и смог здесь машину выпрямить. Но мне очень нравится. Очень азартный автомобиль. Автомат очень классно понимает этот мотор. Отлично мы чувствуем кикдаун. И на понижение быстрое. Вот, чувствуете сейчас, да, что был
переключения. У меня здесь вообще замечательно. Подвеска жесткая, подвеска реально здесь зубодробильная. Так, у нас еще один представитель модели AMG SL 5.5 едет у нас на данный момент спереди. Он хочет от нас уехать, но он же понимает, что не уехать. Но автомат, видите, да, как он держит обороты, в любой момент отклик моментальный, и вот этот атмо чувствуется на все 100%, потому что весь объем нам доступен всегда. В поворотах крены, конечно, могли бы... Так, мы разворачиваемся. Так, сейчас у нас off. Там надо тормозить, не надо? Что это? Твой друг, да? Ну, машину можно держать. Ну, отлично. Держать ее можно, то есть... Но она такая заводная очень, это тебя провоцирует. Очень круто, очень круто. Все-таки задний привод, но дождь. Ну, сейчас вот, например, даже просто мы попробуем ускориться в ESP с включенной системой стабилизации или просто перейдем у нее в спорт режиме. Вот сейчас посмотрим, чтобы машины уехали какие-нибудь. Chevrolet Cruze попробует развернуться. Попробует. Пока мы его не догнали. Просто все-таки, может, он попробует. Ну вот смотрим. Ну это... Вот я бы реально рекомендовал этот автомобиль тем, кто хочет купить, например, спортивный автомобиль бэушный. Я считаю, что здесь, кроме масляного голодания в головах, там, да, то там не будет проблем никаких. Ну, это тоже, но если мы следим за уровнем масла, там не будет проблем. Но этот автомобиль, он очень собранный. Вот машина не новая, 2009 год, на автомобиль реально очень собранный. То есть вы обратите внимание, как мы всем кузовом чувствуем вот эти вот, как это, лежачие, типа не лежачие полицейские, такие полосы предотвращения максимальной скорости, а он очень жестко их преодолевает, и это отлично видно. Вот видите, как мы прям как будто на ломиках мы находимся, но в реальности машина 2009 года ничего не скрипит, не разваливается, нет никаких шумов посторонних, вот как новая машина. Вот видите, то есть очень, ребята, неплохо. Очень неплохо. И постоянный подхват. Вот этот вот снизу. До скольки, кстати, она? Вот, да, 7. Ну, 7 она, до 7 в реальности крутится, да, машина. Потом, потому что... А? Ну, 7,5. Потому что тот же самый мотор, например, у РС и у М3, они там 8200, 8300 крутятся. Потому что за счет там у дроссельного впуска там... Даже вот по конфигурации обычный гидротрансформатор стоит, достаточно простой, и в принципе атмосферный мотор. Вроде бы сочетания неплохие и очень эффектно все смотрится. Но просто вот посмотрите, вот мы едем, как машина смотрится со стороны. Это реально спокойненько. Ну, естественно, нам кажется, что у нас там темно и все остальное, но... Очень красивая машина. И вот именно нравится, что она не вульгарная какая-то никак. Ну, да простят меня владельцы там VRX всяких, стих и всех остальных. Да, эта машина дешевле, может быть, VRX ST, но вот они смотрятся немножечко как-то вот на показуху. Вот, обратите внимание, Ford Mondeo у нас очень быстрый. Очень быстрый Ford Mondeo. 2 литра. Ну, попробуем еще раз ускориться, но на мокрой дороге, я думаю, сейчас будет... Да, просто, да, мы чуть тронемся. Ну и то, сейчас вы поймете, что курсовик, если моргает, все равно он чуть...
что я могу сказать? Я сейчас немножко успокоился, потому что столько дрифта, резины и всего остального, как бы. Мне эта машина очень понравилась. Это автомобиль, который тебя провоцирует не меньше, чем М и не меньше, чем РС. Но RS4, она и за счет полного привода, конечно, не такая опасная в поворотах, она более стабильная. Но то, что автомобиль тебя реально провоцирует и говорит, ну давай еще вот следующий поворот, и мы войдем так, что просто. И все равно, кто будет на встречке, все остальное, ты забываешь про все. Про комфортность, про шумоизоляцию, про то, сколько стоит ТО колодки, ТО и все остальное. Ты опять про все забываешь. Мы реально, ну эта машина не может поймать зацеп, но это факт, потому что, как всегда, мы не можем в зацепе поймать зацеп. Вот, поэтому всем рекомендую, но рекомендую, это рекомендации не для тех людей, кто машину головой и расчетом выбирает. Это, мне кажется, рекомендация для тех людей, кто выбирает автомобиль сердцем. Что... То есть, ну тоже герой теста, наверное, да, 3 литра дизель. Вот. Поэтому всем рекомендую правильно выбрать автомобиль, посмотреть, следить за уровнем масла, и все будет замечательно. Машина вот 10 из 10, это реально. Ну, это реально, но это нереально. Ну, реально нереальная машина. Ну, просто вот, только нет Алькантары, к сожалению. Пока.